Меня зовут Загир Зайнетдинов, более известен под псевдонимом Зайнетдин. Сегодня я бы хотел рассказать об успехе. Что такое успех? Мне кажется, успех – это не везение, не удача, а больше всего это труд. Огромный каждодневный труд, когда ты мечтаешь и идешь к своей цели с каждым днем, маленькими шагами. Сейчас на своем примере я расскажу, как я шел к своей цели и как я до сих пор добиваюсь результатов. У меня есть свое шоу, которое называется «Зайнетдин». За 3 года существования мы объездили с гастролями страны Европы, страны СНГ и также всю Россию. За 720 дней мы поставили 525 концертов. И это не все. Нас показывают на федеральных каналах, нас приглашают участвовать в различных шоу, и мы с каждым днем идем к своей цели. Я неплохо учился в школе и получил там очень хорошую базу. До сих пор я пользуюсь школьной базой, поэтому, ребят, сразу вам говорю, вам нужно хорошо научиться читать, хорошо научиться писать, общаться с людьми и изучайте больше всего те предметы, которые вам очень сильно нравятся, потому что все эти предметы, все, чем вы занимаетесь, все это вам пригодится в дальнейшем. Не бойтесь быть любопытными, пробуйте все. У вас для этого есть время и возможности. Со многими вещами жизни я сталкивался из-за любопытства. То есть в школе я занимался спортом, ходил на волейбол, на баскетбол, на борьбу, на бокс, занимался в театральном кружке, занимался танцами, занимался музыкой, играл на тромбоне, на курае, ходил на разные конференции. Я не понимал, для чего все это. Но через какое-то время все эти предметы, все тем, чем я занимался, мне все пригодилось. То есть занятие боксом мне пригодилось, когда я учился в институте. Я 7 лет обучался по классу тромбона и не знал, для чего мне нужен тромбон. Но через 7 лет после окончания школы я взял в руки тромбон и написал свой хит, с которым я езжу сейчас по всей России. Друзья, самое главное – верьте в себя. Иногда кажется, что мы сбились с пути, или свернули не туда, или что-то мы делаем не так. Но на самом деле нужно верить своим внутренним ощущениям. Бывало такое, что терял все, что я заработал, или же искал свое направление. Даже я бросал институт, потому что мне не нравилось. Я хотел пойти в другом направлении. Меня ругали мои родители, говорили, что ты дурак, что ты не сможешь ничего в жизни добиться. Но я все равно шел к своей цели. Я говорил, что я своего добьюсь. Поступил в другой институт, поехал жить в Сочи, там начал зарабатывать. Там провалился, приехал обратно. Но тогда я понял суть. Понял суть, потому что где-то 2 месяца я депрессовал. Депрессовал и пытался понять, кто я на самом деле, для чего я рожден. И тогда я понял, что я всегда мечтал стать артистом. Мечтал выйти на сцену. В 19 лет я просто ни с того ни с сего решил стать в одно время танцором. Мне все говорили, как танцором, это же невозможно. Для того, чтобы стать танцором, нужно учиться с малого возраста. Но я говорил, я все равно им стану. Поехал в Стерлитамакский театр танца, устроился на работу танцором. Меня взяли, если честно, смеясь, взяли, типа, ну ладно, давай попробуй. 3 месяца тебе испытательного срока. Я начал работать. Через год я стал солистом в этом коллективе. Потом танцевал в коллективе Ойдара Галимова. И в это время я начал задумываться о своей карьере. Я пробовал петь, пробовал запустить разные бизнес-идеи. А потом все-таки я понял, что я хочу объединить все, что я умею, объединил в одно танцы, инструменты, вокал, да вообще все, что я умею. И появилось мое шоу, которое сейчас существует. Я сейчас счастлив, что я когда-то верил своим интуициям и делал так, как мне нравится. Поэтому вас тоже призываю верить своим интуициям, делать то, что вам нравится, идти вперед, добиваться своих целей. Если вы что-то не понимаете, нужно подходить, спрашивать. Если вам что-то нравится, нужно больше изучать. Если вам нравится спортом заниматься, занимайтесь спортом. Если вам нравится заниматься музыкой, занимайтесь музыкой. Если вам нравится литература, больше читайте. Если вам нравится математика, больше изучайте. Потому что все это для вас. Вы учитесь для себя, и не для кого-то. Учитесь, изучайте. Тогда все у вас будет хорошо. Удачи вам всем.
Прозвенел звонок. Я приглашаю вас на урок окружающего мира. Урок проведу я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. С нами работает переводчик русского жестового языка Алина Николаевна. Любите ли вы эксперименты? Конечно же, любите. Тогда вам на уроке очень понравится. Для нашего эксперимента я прошу приготовить стаканчик питьевой воды. Вы готовы? Мы начинаем. Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет о воде. С водой каждый из нас знаком с рождения. Давайте выясним, какие же свойства воды помогают использовать ее человеку. И что мы еще узнаем о воде? Отгадайте загадки. Из тучки холодной я с неба упала, кружилась под солнцем и ярко блистала. Теперь на ладошку твою опустилась и в капельку влаги на ней превратилась. Была я бела и легка, как пушинка. И как называлась я раньше? Правильно, снежинка. Переходим к следующей загадке. Без досок, без топоров, через речку мост готов. Мост, как синее стекло, скользко, весело, светло. Это лед. Предлагаю отгадать следующую загадку. Разноцветными клоками вата по небу плывет. Если в кучу соберется, то на землю дождик льет. Объясните мне, ребята, как зовется эта вата? Конечно же, это облака. Что объединяет три наши отгадки? Облака, снежинка, лед. Их объединяет слово «вода».
вода может находиться в газообразном состоянии, в жидком и в твердом состоянии. Это лед и снежинки. Ученые говорят, что вода имеет 3 агрегатных состояния: газообразное, жидкое и твердое. Если вы наблюдательны и любите изучать окружающий мир, то вы уже знаете, что облака, проплывая над нами, дождем проливаются, сыплют снегами. Бывает так, что выпадают осадки в виде дождя. В облаках вода в газообразном состоянии, проливаясь дождем, предстает перед нами в жидком состоянии. Видели ли вы пар над чашкой, в которую налили кипяток? В чашке вода в жидком состоянии, а над чашкой парок – это вода в газообразном состоянии. Водяной пар. Посмотрите на пейзаж. Облака, которые проплывают мимо верхушек деревьев, не что иное, как вода в одном из агрегатных состояний – газообразная. Бывает, что осадки выпадают в виде снега. Тогда на ладошку можно поймать снежинку, которая будет состоять из воды только в твердом состоянии. Говорят, вода в твердом агрегатном состоянии. Что произойдет, если лед или снежинки нагреть? Вспомните, что вы наблюдали, когда зажимали кусочек льда или несколько снежинок в свою ладошку. Правильно. Вода меняла свое агрегатное состояние. Из твердого состояния переходила в жидкое. Что будет происходить, если я продолжу нагревать воду? Вода при нагревании до 100 градусов будет превращаться в облако. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Если я к водяному пару поднесу охлажденное стеклышко, то вскоре увижу, что на стеклышке появились капельки воды. Вода снова стала жидкой. Итак, вода может менять свои агрегатные состояния. Может быть в твердом, может быть в жидком, а может быть в газообразном состоянии. Вот какими свойствами магическими обладает вода. Воды на Земле много, но мы знаем о том, что воду надо беречь, а человек так активно использует воду для своей жизнедеятельности. Пора переходить к экспериментам. Итак, перед вами стакан воды.
Если я попрошу перелить воду в какой-либо другой сосуд, то сохранит ли вода форму? Нет. Вода занимает форму того сосуда, в котором находится. Делаем вывод. Вода не имеет формы. Вспомните, пожалуйста, какой вкус у сока. Попробуйте воду. Какой вкус у воды? Делаем вывод. Вода не имеет вкуса. Видели ли вы когда-нибудь, как в стаканчик опускают коктейльную трубочку? Проведем эксперимент. Возьмите, пожалуйста, любой карандаш, опустите в стаканчик с водой. Весь ли карандаш вы видите? Делаем вывод. Вода не имеет цвета. Вода прозрачная. Благодаря этому свойству мы с вами можем наблюдать за водным миром в аквариуме. Знаете ли вы, что мы пьем только пресную воду? Мы продолжаем наши эксперименты. Вспомните, пожалуйста, как пахнут мамины духи, как пахнет чеснок, как пахнет апельсин. Поднесите свой стаканчик, попробуйте определить, чем пахнет вода. Делаем вывод. Вода не имеет запаха. Вспомните завтрак, чай. Некоторые, возможно, опустили в кипяток несколько кусочков сахара. Что произойдет, если я опущу в воду несколько кусочков сахара? Вскоре сахар растворится. Мы с вами, когда рисуем акварельными красками, тоже иногда растворяем краску в воде. Вода является растворителем. Ну что ж, друзья, давайте начнем подводить итог урока. Как человек использует свойства воды? Конечно же, мы любим наблюдать за красотой подводного мира. Дизайнеры очень успешно используют это свойство воды и в наших бассейнах красиво оформляют дно и стены. Вода участвует в приготовлении пищи. Благодаря воде мы имеем возможность выращивать растения. Думаю, что вам захотелось найти сферы, где человек применяет свойства воды.
Поищите ответы на эти вопросы. Вода, несмотря на то, что знакома нам с детства, хранит в себе много секретов и тайн. Сегодня мы сделали несколько научных открытий, провели ряд экспериментов. Наша работа по изучению воды продолжится. Урок окружающего мира закончен.
Дорогие первоклассники, пора заняться русским языком. Я приглашаю вас на урок. Урок русского языка проведу я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. С нами сегодня работает переводчик русского жестового языка Алина Николаевна. Проверьте правильность посадки при письме. Откройте тетради. Запишем дату. 24 апреля. Займемся каллиграфией. Пропишите, пожалуйста, целую строку, заглавную букву и ее строчный эквивалент. Обратите внимание на алгоритм написания буквы. Соблюдайте высоту и ширину. Выдерживайте одинаковое расстояние между буквами. Какая красивая буква «К». Задание выполнено. Внимание на экран. Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Давайте вместе попробуем догадаться, чем же мы сегодня займемся на уроке. Рассмотрите картинку слева направо. Что вы заметили? Итак, человек родился, рос, взрослел и старел. Интересно, а умеют ли стареть слова? Тема нашего сегодняшнего урока – устаревшие слова. Вам интересно? Давайте вместе поговорим на эту тему. А поможет нам в этом вот такой старинный сундук, в котором много-много устаревших слов. Посмотрите, пожалуйста. Кольчуга. Кафтан. Кольчуга – это особый элемент доспехов. Призван был защищать воина от холодного оружия врага. Много разных вариантов было кольчуг. Кафтан – верхняя мужская одежда. Прялка – инструмент для прядения одной нити. Треуголка – головной убор. Веретено – инструмент в руках мастерицы, как вы уже догадались, глядя на рисунок, тоже для прядения нити. Дорогие друзья, посмотрите, пожалуйста, в руках у меня веретено. Самое настоящее. Этому инструменту 100 лет. Запишите, пожалуйста, к себе в тетрадь 3 слова, которые вы видите на экране. Все 3 слова устаревшие. А пока вы будете записывать, подумайте,
почему эти слова устарели. Расставим в этих словах ударение. Послушайте, какой из слогов я произношу громче. Прялка. Треуголка. Веретено. Посмотрите на экран. Хочу познакомить вас со следующими устаревшими словами. Лапти. Низкая обувь. Некоторые люди, отправляясь в путешествие, брали с собой до 5 пар лаптей. Удивительно, но еще 100 лет тому назад люди ходили в лаптях. Яндова. Глубокая чашка для жидкостей. Иногда в такой посуде хранили мед. Светец. Крепеж для лучины. Лучинами освещали избы. Братина. Чаша для жидкостей. Посмотрите, какая резная чаша. Трудился мастер. Итак, догадались ли вы, какие слова мы будем называть устаревшими? Конечно же, слова, вышедшие из повседневного употребления, называются устаревшими. Сейчас мы не используем эти предметы. Следовательно, и слова эти вышли из нашего ежедневного употребления. Слова такие называются устаревшими. Удивительно, но устарели даже некоторые меры длины. Посмотрите, пожалуйста, на экран. С этими мерами длины вы знакомились на уроках математики. Например, 5. Слово, которое означает мерку длины, равную расстоянию от кончика указательного пальца до кончика большого пальца. Покажите, пожалуйста, 5. Устарела и следующая мера длины – аршин. Расстояние от кончика пальцев до плеча. Друзья мои, сейчас мы этими мерками длины не пользуемся. Слова устаревшие. Теперь представьте, пожалуйста, что мы могли услышать при разговоре двух людей 100 лет тому назад. На мне лапти, а на мне кокошник. Посмотрите, пожалуйста, кокошник – женский головной убор. Посещая театры,
и музеи вы видели на артистах или среди экспонатов музея кокошники. Ну а сейчас немного улыбнемся. Послушайте, пожалуйста. Барыня и служанка. Марфа, Марфа. Слушаюсь, барыня. Сколько можно звать тебя? Целыми днями без дела летаешь. Никак не летаю, барыня. Что за дело пытаешь? В хоромах прибираюсь. Меня в гости позвали, помоги нарядиться. Слушаюсь, барыня. Надо ланиты подрумянить, уста подкрасить. Подай мне зерцало. Примите, барыня. Собери волосы так, чтобы чело было видно. Вразумела? Вразумела, барыня, будет исполнено. Ну что ж, давайте посмотрим, о чем же шла речь в этом диалоге. Барыню пригласили в гости, и она попросила служанку помочь ей нарядиться. Почему же мы, друзья, многие слова с вами не поняли? Вот если с кольчугой и с кафтаном было все понятно, этих предметов сейчас нет в нашем обиходе, слова устарели. А вот в гости же мы тоже ходим, и каждому из нас нравится наряжаться. А здесь другой секрет. В русском языке появились слова, которые заменили те слова, которые были раньше. Прежние слова стали устаревать. Мы их называем теперь устаревшими. Итак, посмотрите на экран. Очи. Сейчас мы скажем глаза. Чело. Сейчас мы называем лоб. Перст. Палец. Уста. Губы. Ланиты. Щеки. Рамена. Плечи. Выя. Шея. Удивительные изменения в словах русского языка. Думаю, что после того, как мы нашли современные синонимы устаревшим словам, текст будет вам понятен. Марфа, Марфа, слушаюсь, барыня, сколько можно звать тебя? Целыми днями без дела летаешь. Летаешь? То есть ничего не делаешь. Никак не летаю, барыня. Что за дело пытаешь? В хоромах прибираюсь, в избе прибираюсь. Меня в гости позвали, помоги нарядиться. Слушаюсь, барыня. Давайте посмотрим, как барыня наряжалась. Надо ланиты подрумянить. Как мы скажем сейчас, надо щеки подрумянить, уста подкрасить. Какое слово мы употребляем сейчас? Губы подкрасить. Подай мне зерцало. Догадались, что это? Зеркало. Примите, барыня. Собери волосы так, чтобы чело было видно. Чело. Лоб. Вразумела? Догадались о значении этого слова?
Поняла? Вразумела, барыня, будет исполнено. Итак, друзья мои, эти слова устарели, потому что вышли из нашего употребления в связи с заменой их современными синонимами. Запишите, пожалуйста, 3 пары слов, которые вы видите на экране, к себе в тетрадь. Хочу вам сказать, что на уроках русского языка и на уроках литературного чтения с некоторыми устаревшими словами вы будете встречаться часто. Когда будете читать сказки, исторические романы, выполнять упражнения по русскому языку, запомните некоторые устаревшие слова. Задание выполнено. Замечательно. Итак, в начале урока мы задавали вопрос: умеют ли стареть слова? Действительно, некоторые слова устаревают и уходят из нашего ежедневного употребления. Но устаревшие слова хранят в себе память о прошлом, о традициях, о предметах быта людей, которые являлись нашими предками. Берегите слова, наблюдайте за ними и узнавайте новые. Урок русского языка закончен. Я прошу вас активно провести переменку. У вас 20 минут. И приглашаю вас через 20 минут на урок математики.
Дорогие первоклассники, приглашаю вас на урок математики. Урок проведу я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. На уроке с нами работает переводчик русского жестового языка Ирина Михайловна. Пора начинать урок. Откройте тетради, сядьте правильно, запишем сегодняшнюю дату. 24 апреля. Дорогие друзья, девизом нашего урока предлагаю выбрать следующие слова. Думаю, знаю, могу. Займемся устным счетом. Посмотрите на экран. Вы видите числовой отрезок. Я буду читать вам примеры. Устно считайте, а ответ записывайте к себе в тетрадь. Ответы выбирайте из данного числового ряда. Итак, из наибольшего однозначного числа вычесть 8. 6 уменьшим на 3. 3 увеличьте на 2. 1/10 уменьшить на 3 единицы. К ненатуральному числу прибавьте 9. Найдите сумму 3 и 5. Сколько получится, если я к 3 прибавлю столько же? Десять уменьшите на 6. Уменьшаемое 5, вычитаемое 3, чему равна разность? Давайте проверим, что у вас получилось. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Что вы заметили? Ряд чисел, которые являются ответами к примерам из устного счета, построен следующим образом. Сначала вы видите нечетные числа. Они располагаются в порядке возрастания. Затем располагаются четные числа в порядке, совершенно верно, убывания. А теперь немного волшебства. Я предлагаю вам выбрать число, которое будет больше 1, меньше 5. Запишите это число с новой строки. К задуманному числу прибавьте 2. Запишите результат. К тому числу, которое у вас получилось, прибавьте 4. Запишите сумму. Из полученного результата прошу вычесть задуманное вами число. Результат прошу уменьшить на 4. Число, которое у вас получилось при вычислении, увеличьте на 3.
Выполним следующее математическое действие. Из того числа, которое у вас получилось, вычесть 5. К результату прибавьте 8. Итак, друзья, проверим. Если вы правильно считали, у каждого из вас в ответе получилось число 8. Замечательное математическое задание. Совсем скоро каждый из вас сам научится придумывать такие примеры. Ну а я предлагаю вспомнить немного о линиях и фигурах. Итак, назовем каждую фигуру. Под номером 1 отрезок, номер 2 ломаная линия, под номером 3 вы видите четырехугольник, номер 4 эту фигуру можно назвать кривая линия, и под номером 5 располагается шестиугольник. Думаю, вы справились. Ну а теперь предлагаю вам заняться рациональными вычислениями. Что это за математические способы? Это такие способы, которые позволяют нам решать быстрее, легче, проще, а значит удобнее. Хотите научиться? Итак, начинаем работать. Вспомните, пожалуйста, переместительное свойство сложения. При помощи латинских букв оно записывается следующим образом. А плюс Б равно Б плюс А. Уверена, что каждый первоклассник это уже знает. Запишите, пожалуйста, буквенное выражение к себе в тетрадь. Итак, переместительное свойство сложения. Давайте потренируемся его использовать. 5 плюс 4. Используя переместительное свойство, поменяем слагаемые местами. 4 плюс 5. Все вы знаете правило, что от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется. 9 плюс 1. Примените переместительное свойство сложения. 1 плюс 9. 3 плюс 8. Поменяйте слагаемые местами. 8 плюс 3. Запишите эту запись к себе в тетрадь. Теперь, друзья, предлагаю вам небольшой эксперимент. Перед вами 3 слагаемых. Давайте найдем сумму. 5 плюс 4 и плюс 5. Предлагаю использовать рациональный способ. Скажите, пожалуйста,
какие слагаемые дадут в сумме десяток. Конечно, это 5 плюс 5. А к десятку очень легко и просто прибавить 4 единицы. Таким образом, запишем. 5 плюс 5 плюс 4 получится 14. Мы с вами используем известный вам способ, только участвуют не 2 слагаемых, а 3. В математике это называется преобразование суммы. Давайте потренируемся решать такие примеры. Найдем сумму 3 слагаемых. 3 плюс 4 плюс 7. Порассуждайте, сумму каких 2 чисел удобнее найти сначала. Конечно же, 3 плюс 7 в сумме 10. А к десятку прибавим 4 единицы. В ответе получим 14. Интересно, а будет ли работать этот способ, если нам надо сложить 4 слагаемых? 2 плюс 9 плюс 8 плюс 1. Займемся преобразованием суммы. Я предлагаю к 8 прибавить 2, прибавить 9 и прибавить 1. Рассуждаю следующим образом. 8 плюс 2 в сумме десяток, 9 плюс 1 в сумме еще 1 десяток, а 10 плюс 10 получится 20. Замечательный способ, который позволяет считать быстро, легче, а значит удобнее. Попробуйте решить пример самостоятельно. Давайте проверим. К 6 удобно прибавить 4, получится 10. К десятку прибавляем 3 единицы. Конечный ответ – 13. Вам понравились такие примеры? Замечательно. Итак, мы с вами использовали правило преобразования суммы. Удобно ли использовать это правило при нахождении суммы 3 слагаемых? Думаю, что каждый из вас в этом убедился. Теперь предлагаю вам решить задачу. Возможно, правило преобразования суммы поможет нам решать задачу проще, легче, быстрее, а значит удобнее. Послушайте условия задач. На конечной остановке находилось 5 автобусов, 6 троллейбусов, а микроавтобусов было 4. Сколько всего транспортных средств было на конечной остановке? Мы с вами не будем к этой задаче оформлять краткую запись. Я прошу сразу выполнить решение. Итак, запишите, пожалуйста, слово «задача». Приступайте к решению.
Проверим. В задаче сказано, что на конечной остановке находилось 5 автобусов, 6 троллейбусов, а микроавтобусов было 4. Нахожу, сколько всего транспортных средств было на конечной остановке. 5 плюс 6 плюс 4. Запись вашей задачи должна выглядеть таким образом. Применяю способ. К 6 прибавляю 4, получится 10. К 10 прибавим 5, получим 15. Итак, автобусы, троллейбусы и микроавтобусы можно назвать транспортными средствами или автомобилями. Можно назвать их еще и машинами. Предлагаю в скобочках указать букву «М». Итак, ответ. На конечной остановке находилось 15 машин. Способ преобразования суммы помогает нам и в решении задач. Выполним следующее задание. Перед вами 3 геометрические фигуры. Найдите, пожалуйста, периметр каждой из этих фигур. Фигуры в тетрадь перечерчивать не будем. Напомню, что периметр – это сумма длин всех сторон. Не спешите, выполняйте работу качественно. Пришло время проверить. Периметр равностороннего треугольника равен 15 сантиметрам. Периметр квадрата равен 16 сантиметрам. Периметр треугольника равен 13 сантиметрам. Периметр – это сумма длин всех сторон. Прошу обратить внимание на последнюю запись. Удалось ли вам применить правило преобразования суммы? Думаю, что каждый из вас заметил, что если к 4 прибавить 6, то мы получим десяток, а к 1 десятку легко прибавить 3 единицы. Тот, у кого все ответы совпали, выполнил работу блестяще. Дорогие ребята, предлагаю решить вам интересную задачку. Посмотрите на экран. Из палочек построен дом. Как переложить 2 палочки так, чтобы дом смотрел в другую сторону?
Для того, чтобы решать эту задачу было удобнее, предлагаю построить такой же домик у себя на столе. Воспользуйтесь счетными палочками или цветными карандашами. Приготовьте 10 цветных карандашей. Итак, выстраиваем знакомую вам геометрическую фигуру. Достраиваем. Переходим к построению крыши. Замечательный яркий домик готов. Подумайте, как переместить две палочки так, чтобы дом повернулся в другую сторону. Выполните условие. Переместить можно только две палочки. Думаю, что у вас уже есть ответ. Перемещаем палочки. Первую и вторую. Условие выполнено. Мы переместили две палочки, дом повернулся в другую сторону. Дорогие первоклассники, действительно интересная задачка. Ну что ж, урок закончен. Звенит звонок. Объявляю перемену.
Доброе утро, дорогие первоклассники! Здравствуйте, уважаемые родители! Мы продолжаем наши уроки. Сегодня урок проведу я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. Сегодня с нами работает переводчик русского жестового языка Алина Николаевна. Итак, приглашаю вас на урок чтения. Девизом сегодняшнего урока предлагаю выбрать четверостишее. С добрым утром начат день, первым делом гоним лень. На уроке не молчать, всем работать, отвечать. Мне очень важно ваше мнение. Помните, вчера мы говорили о том, как отличить научно-популярный текст от художественного. Давайте потренируемся и прочтем текст, который называется «Кошка». Кошка – домашнее животное, одно из наиболее популярных домашних животных. Кошки – млекопитающие и плотоядные животные. За способность уничтожать грызунов люди ценят кошек около 10 тысяч лет. В настоящее время в мире выведено около 256 пород кошек. Самая первая порода кошек появилась в Египте. Кошки распространены по всему миру. Определите, пожалуйста, это научно-популярный текст или художественный? Вспомните, о чем мы говорили вчера на уроке. Я уверена, что вы сказали, что этот текст научно-популярный. Давайте вспомним, что говорит нам учебник. Научно-популярное произведение содержит научную информацию и предназначен для читателей, которым интересно узнать что-то новое о природе, человеке и мире. Нельзя понять отношение автора к описываемым явлениям. А следующий текст тоже называется «Кошка». Написала его моя ученица. Послушайте, пожалуйста. У меня дома живет маленькая беленькая кошечка по имени Ласка. У нее голубые глаза, черные ушки и черный хвост. Ласка любит бегать и прыгать. Ласка очень умная кошка. Она лапой может открыть дверь. В Новый год мы поставили дома елку. Ласка тоже очень обрадовалась. Она весело раскачивала новогодние шары на нашей елке. Вот такая у меня кошка. Как вы думаете, можно ли назвать этот текст художественным? Послушайте, пожалуйста. Художественное произведение изображает предмет с помощью слов. Писатель или поэт создает образы, и мы можем понять его отношение к герою или событиям произведения. Читая художественное произведение, мы сопереживаем герою. Итак, вы заметили, как моя ученица относится к своей кошке? С какой любовью и заботой она рассказывает нам о забавах со своей кошкой. Итак, мы с вами определили стиль двух текстов и предлагаю вам познакомиться с замечательным стихотворением.
Кто любит собак? Роман Сев. Кто любит собак или прочих животных, серьезных котят и щенков беззаботных, кто может любить и козла, и осла, вовек не сделает зла. Вы уже догадались, что сегодня мы будем говорить о животных, о любви к ним, о заботе о них. И будем делиться радостью от общения с нашими меньшими братьями. Предлагаю вам познакомиться с замечательным автором. Знакомьтесь, Сергей Владимирович Михалков. Удивительный человек. Поэт, военный корреспондент, драматург, писатель. Он посвятил свою жизнь созданию детских книг, сценариев и мультипликационных и художественных фильмов. Его стихи, басни, мультфильмы наизусть знают и взрослые, и дети. А еще Сергей Михалков является автором гимна Российской Федерации. Вот какой удивительный человек. Вы готовы прочитать стихотворение? «Трезор» написал Сергей Михалков. На дверях висел замок, в заперти сидел щенок. Все ушли, и одного в доме заперли его. Мы оставили Трезора без присмотра, без надзора, и поэтому щенок перепортил все, что мог. Разорвал на кукле платье, зайцу выдрал шерсти клок, в коридор из-под кровати наши туфли уволок. Под кровать загнал кота. Кот остался без хвоста. Отыскал на кухне угол, с головой забрался в уголь, вылез черный, не узнать. Влез в кувшин, перевернулся, чуть совсем не захлебнулся и улегся на кровать спать. Мы щенка в воде и мыли, 2 часа мочалкой мыли. Ни за что теперь его не оставим одного. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Понравилось ли вам это стихотворение? Думаю, что понравилось. А чем? Возможно, кто-то скажет, что весело было читать о проказах маленького забавного щенка. А кому-то понравилось, чем дело закончилось. Кто главный герой произведения? Щенок Трезор. Обратите внимание, какая кличка у этого щенка. Трезором, наверное, назвали собаку, которая вырастет очень крупной. С кем остался щенок? Вы помните, что сложились так обстоятельства, что все ушли и оставили щенка одного дома. Почему Трезор стал все портить? Уверена, что каждый из вас догадался, ему просто стало скучно, и щенок пока не понимал, что он делает неправильно. Прочтите строки, в которых рассказывается, что натворил щенок. В каком темпе будем читать? Думаю, что читать надо
достаточно быстро для того, чтобы показать, что Трезор совершал свои проделки быстро. Мы оставили Трезора без присмотра, без надзора, и поэтому щенок перепортил все, что мог. Чуть-чуть ускорим темп. Разорвал на кукле платье, зайцу выдрал шерсти клок, в коридор из-под кровати наши туфли уволок, под кровать загнал кота. Кот остался без хвоста, отыскал на кухне угол, с головой забрался в уголь, вылез черный не узнать. Влез в кувшин, перевернулся, чуть совсем не захлебнулся и улегся на кровать спать. Вот сколько дел переделал щенок, причем сам себе их и придумал. Как поступили хозяева щенка? Давайте прочитаем. Мы щенка в воде и мыле, 2 часа мочалкой мыли. Ни за что теперь его не оставим одного. Счастливый ли конец у этой истории? Конечно, мы видим, что и хозяева щенка, и сам щенок не пострадали, а хозяева с заботой и любовью ухаживали за своим щенком. И еще хочется сказать, что вывод, который сделали хозяева, мне очень нравится. Можно ли было предположить, что конец истории будет другой? Конечно, ведь хозяевам не понравиться могло все, что наделал щенок. Могли щенка даже и наказать. Но как хорошо, что этого не случилось. Подумайте, какими мыслями с нами хотел поделиться автор стихотворения. Сергей Михалков рассказал нам историю весело, но мы поняли, что автор с заботой и любовью относится к животным и советует нам в конце своего стихотворения: ни за что теперь его не оставим одного. Если мы с вами, друзья, взяли в дом щенка, котенка или какое-то другое домашнее животное, мы должны понимать, что животному рядом с нами должно быть жить комфортно, а нам общаться со своим домашним питомцем должно быть приятно. Но в этом есть свои секреты и свои правила. Предлагаю прочесть это стихотворение еще раз. Трезор. Сергей Михалков. На дверях висел замок, взаперти сидел щенок. Все ушли, и одного в доме заперли его. Мы оставили Трезора без присмотра, без надзора, и поэтому щенок перепортил все, что мог. Разорвал на кукле платье, зайцу выдрал шерсти клок, в коридор из-под кровати наши туфли уволок, под кровать загнал кота. Кот остался без хвоста, отыскал на кухне угол, с головой забрался в уголь, вылез черный не узнать.
влез в кувшин, перевернулся, чуть совсем не захлебнулся и улегся на кровать спать. Мы щенка в воде и мыли, 2 часа мочалкой мыли. Ни за что теперь его не оставим одного. Вот такое замечательное стихотворение подарил нам Сергей Михалков. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Сергей Владимирович Михалков обращается к детям. Послушайте. «Я к вам обращаюсь, товарищи дети. Полезнее книги нет вещи на свете. Пусть книги друзьями заходят в дома, читайте всю жизнь, набирайтесь ума». Прислушайтесь, дорогие первоклассники, к совету Сергея Михалкова. Читайте, будьте грамотными. Книги – уникальная кладезь мудрости. Наш урок закончен. Отправляйтесь на переменку.
булмагыз укучылар. Туган тел дәресен башлайбыз. Бүген дәресте мин, Гөлшат Заһир кызы алып барам. Өфө калаһының 7нче мәктәбендә башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләйм. Шулай ук бүген дәрестә ишаралар теле тәрҗемәчесе Ирина Михайловна эшләй. Укучылар, әйдәгез дәресебезне матур шигырь юлдары менән башлап ебәрәйек. Башланып китте дәрес. Без матур ултырабыз. 4ле, 5ле билдәләрен көн һайын арттырабыз. Ә хәзер әйдәгез бергәләп укыйк. Башланып китте дәрес. Без матур ултырабыз. 4ле, 5ле билдәләрен көн һайын арттырабыз. Яхшы укучылар. Ә хәзер мин сезгә видео язма карап үтергә тәкъдим итәм. Укучылар, ә хәзер әйдәгез хүрәткә игътибар итегез. Видео язма буенча, хүрәт буенча һез безнең бүгенге дәресебезнең темаһын аңлагансыгыздыр. Әйе, без бүген йорт хайвандары һәм кошлары турында һөйләшәсәкбез. Яңа сүзләр өйрәнербез һәм ул сүзләрне телмәребездә кулланырга күнегербез. Әйдәгез әле укучылар, бүгенге дәрестәге яңа сүзләр белән танышып үтәйек. Экранга күз һалабыз. Һезгә сүзләр һәм хүрәттәр бирелгән. Бирелгән хүрәттәр буенча сүзләрне тәрҗемә итеп карайбыз. Ат. Дөрес, лошадь. Һыер. Корова. Һарык. Овца. Кәзә. Коза. Эт. Собака. Бесәй. Кошка. Әтәс. Петух. Тауык. Курица. Һәм күркә. Индюк. Яхшы укучылар, барыгыз да тәрҗемә итә алганыгыздыр дип уйлайм. Әйдәгез хәзер бул сүзләрне без укып сыгайык. Ат. Һыер. Һарык. Кәзә. Эт. Бесәй. Әтәс. Тауык. Күркә. Укучылар, игътибар итегез әле, был сүзләрдә ниндәй башкорт хәрефтәре бар? Әйдәгез без уларны әйтеп үтәйек. Һыер. Һ. Кабатлайбыз. Һ. Һарык. Һ. Q. Кәзә. Ә. Шулай ук бесәй сүзендә лә ә хәрефе. Әтәс. Ә. Һәм күркәлә у хәрефен күрәбез. Яхшы укучылар, был хәрефтәрне хәтерегездә калдырыгыз. Дәресебезне дәвам итәбез. Укучылар, хәзер безнең матур язу минуты. Матур итеп ултырдык, дәфтәрләребезне асып, Х һәм Ә хәрефен бер юлга тигез итеп язып сыгыгыз. Аркаларыбыз төз, кулдарыбыз дөрес ята. Шулай ук һыер, әтәс сүзләрен
бер юлға тултырып язып сығығыз. Яқшы оқушылар, ә хәзер ручкаларыгызды алыгыз, дәфтәрләрегезне ситкә куегыз. Оқушылар, әйдәгез әле без сезнең белән һөйләмдәр укып үтәйек. Ат йөк ташый. Бергәләп укыйбыз. Ат йөк ташый. Икенче һөйләм. Һыер һөт бирә. Бергәләп укыйбыз. Һыер һөт бирә. Һарык йөн бирә. Һарык йөн бирә. Тауык йомыртка һала. Бергәләп, тауык йомыртка һала. Ребята, а сейчас посмотрите на картинки и попробуйте перевести эти предложения. Әйдәгез беренче һөйләмде тәрҗемә итәйек. Ат йөк ташый. Лошадь возит груз. Я думаю, все правильно перевели. Һыер һөт бирә. Корова дает молоко. Һарык йөн бирә. Овца дает шерсть. Тауык йомыртка һала. Курица несет яйца. Яхшы, һез һүрәттәргә карап, еңел генә һөйләмдәрне тәрҗемә иттегез. Укучылар, дәресебезне дәвам итәбез. Ребята, в башкирском языке животным и птицам, в отличие от русского языка, мы задаем вопрос «нимә?» Что? Ихтибар итегез, обратите внимание. Корова кто это? Һыер был нимә? Ребята, вы все, наверное, видите отличие. Кем, кто, нимә, что. Хәтерегездә калдырыгыз. Запомните, ребята. Ә хәзер әйдәгез әле һорауҙарға яуап биреп ҡарайыҡ. Нимә йөк ташый? Дөрөҫ. Ат йөк ташый. Нимә һөт бирә? Дөрөҫ. Һыйыр һөт бирә. Нимә йөн бирә? Һарык йөн бирә. Нимә йомыртка һала? Тауык йомыртка һала. Укучылар, һорауҙар һеҙгә аңлашылғандыр дип уйлайым. Ә хәҙер, укучылар, әйҙәгеҙ әле уйлап алайыҡ. Һүҙҙәр хәтерегеҙҙә ҡалдымы икән? Бирелгән һөйләмдәрҙә ҡайһы бер һүҙҙәр һүрәт менән күрһәтелгән. Әйҙәгеҙ һөйләмдәрҙе уҡып ҡарайыҡ. Был нимә? Был һыйыр, ул бесән ашай. Был нимә? Был бесәй, ул һөт эсә. Ә хәҙер әйҙәгеҙ үҙ аллы тәржемә итеп ҡарағыҙ. Яҡшы уҡыусылар, был һөйләмдәрҙә һеҙгә бесән һүҙе генә аңлашылмағандыр. Бесән сена. Тикшереп ҡарағыҙ, дөрөҫ тәржемә иттегеҙ микән? Это корова, она ест сено. Это кошка, она пьет молоко. Яҡшы уҡыусылар, афарин. Ребята, в башкирском языке, в отличие от русского языка, отрицание «не» пишется как окончание «ма», «мэ». Если в русском языке «не» пишется перед глаголами и раздельно, а в башкирском языке
отрицание «не» мы даем как окончание «ма». Әйдәгеҙ әле һөйләмдәрҙе уҡып ҡарайыҡ. Һыйыр бесән ашай. Эт бесән ашамай. Бесәй һөт эсә. Күркә һөт эсмәй. Әйдәгеҙ әле тәржемә итәбеҙ һөйләмдәрҙе. Корова ест сено. Собака не ест сено. Кошка пьет молоко, а индюк не пьет молоко. Барыһы ла аңлашылғандыр, уҡыусылар. Все ли вам понятно, ребята? Ә хәҙер әйҙәгеҙ уйлап алайыҡ. Ҡайһы хайуандар һәм ҡоштар бесән ашай, ә ҡайһылары ашамай. 2 төркөмгә бүлеп яҙыр кәрәк һеҙгә. Дәфтәрҙәрегеҙҙе асып, әйҙәгеҙ әле уйлап ҡына яҙып ҡуйығыҙ. Ребята, а теперь проверьте, правильно ли вы написали предложение. Һөйләмдәрҙе дөрөҫ яҙҙығыҙ микән? Әйҙәгеҙ әле тикшереп ҡарағыҙ. Ат, һыйыр, һарыҡ, кәзә, бесән ашай. Барығыҙ да дөрөҫ яҙғанһығыҙҙыр. Эт, бесәй, әтәс, тауыҡ, күркә, бесән ашамай. Яҡшы уҡыусылар, хәҙер ручкаларығыҙҙы һалып, дәфтәрҙәрегеҙҙе ябып ситкә ҡуйып торығыҙ. Дәресебеҙҙе дауам итәбеҙ.
Һыйыр. Дөрөҫ, һыйыр. Һыйыр көйшәй ҙә көйшәй, ул үлән көйшәп йәшәй. Шәп беҙҙең һәүкәшебеҙ, һөтлөкәй өйҙәшебеҙ. Ә был ниндәй йәнлек? Кем белә? Сабыр ғына йөк тарта, 200 кита юрғалап. Ярыштарҙа елдә эйелә. Был йорт хайваны? Ат! Дөрөҫ, ат. Башҡорт аты. Бик сыҙамлы. Ҡышын йөрөй тибендә. Бик ҙур шифа ҡымыҙында. Бейәһенең һөтөндә. Беҙ һеҙҙең менән йомаҡтар сисеп алдыҡ. Балалар, ә һеҙ беләһегеҙме? Бейә һөтөнән ҡымыҙ эшләйҙәр. Унда бик күп витаминдар бар. Рус яҙыусылары Антон Павлович Чехов, Лев Николаевич Толстой, Сергей Тимофеевич Аксаков ҡымыҙҙы бик яратҡандар. Башҡортостанда ҡымыҙ менән дауалаған бик күп шифаханалар бар. Ҡайһы бер шифаханаларҙа кешеләр ат менән йөрөр өсөн генә баралар. Ни өсөн тип уйлайһығыҙ? Ипотерапия өсөн. Медицинала ипотерапия тигән төшөнсә бар. Ул кеше күңелен, эске донъяһын ат менән аралашыу аша дауалай икән. Тимәк, ат менән яҡын булған кеше ҡара күңелле була алмай. Ундай кешеләрҙең күңеле саф, матур була. Уҡыусылар, әйҙәгеҙ хәҙер ял итеп алайыҡ. Йәнһүрәткә ҡарап, бесәй һәм эт эшләгән хәрәкәттәрҙе эшләп алайыҡ. Эт менән бесәй беҙҙең ауылда талаша ла һуғыша. Ҡыҙ менән егет беҙҙең ауылда танышырға тырыша. Әйҙәгеҙ, дуҫтар, бергә йәшәйек, талашмай ҙа һуғышмай. Әйҙәгеҙ, дуҫтар, бергә йырлайыҡ, йырлаһа ғәйеп булмай. Яҡшы уҡыусылар, ә хәҙер урындарығыҙға ултырығыҙ, дәресебеҙҙе дауам итәбеҙ. Мин һеҙгә Ҡадир Даян яҙған шиғырҙы тәҡдим итәм. Мин ҡысҡырып уҡыйым, һеҙ иғтибар менән тыңлағыҙ, һуңынан бергәләп уҡырбыҙ. Бесәй, бесәй, бесәй шул, бесәй әле кескәй шул. Үҙе мырлай ҙа мырлай, әллә ул шулай йырлай. Әйҙәгеҙ бергәләп уҡыйыҡ. Бесәй, бесәй, бесәй шул, бесәй әле кескәй шул. Үҙе мырлай ҙа мырлай, әллә ул шулай йырлай. Яҡшы уҡыусылар, ә хәҙер үҙаллы уҡып ҡарағыҙ. Уҡыусылар, әйҙәгеҙ әле әҙерәк кенә уйнап алайыҡ. Бирелгән күнегеүҙә хәрефтәр аҙашҡан. Ул хәрефтәрҙе урынына ҡуйһағыҙ, һүҙҙәр килеп сыға. Уйлап ҡарағыҙ әле, бында ниндәй һүҙҙәр йәшеренгән? Балалар, тикшереп ҡарағыҙ, дөрөҫ эшләнегеҙме икән күнегеүҙе? Яҡшы, афарин. Уҡыусылар, тикшереп ҡарайыҡ әле күнегеүҙе. Беренсе, ат, артабан һыйыр, һарыҡ, кәзә, эт, бесәй, әтәс, тауыҡ, күркә һүҙҙәре йәшеренгәйне. Балалар, шулай итеп беҙ бөгөн дәрестә йорт хайуандары һәм ҡоштары тураһында һөйләштек.
Яңы һүҙҙәр менән таныштык. Әйҙәгеҙ әле, был һүҙҙәр хәтерегеҙҙә ҡалды микән? Тикшереп ҡарайыҡ. Экранға күҙ һалабыҙ. Был нимә? Был ат. Был нимә? Был һыйыр. Был нимә? Был һарыҡ. Был нимә? Был кәзә. Был нимә? Был эт. Был нимә? Был бесәй. Был нимә? Был әтәс. Был нимә? Был тауыҡ. Был нимә? Был күркә. Уҡыусылар, был һүҙҙәр һеҙҙең хәтерегеҙҙә ҡалғандыр. Шулай итеп, балалар, беҙ бөгөн дәрестә йорт хайуандары һәм ҡоштары тураһында һөйләштек. Уларҙың кешегә файҙаһы бик күп. Шуның өсөн кешеләр ҙә хайуандарға, ҡоштарға ҡарата бик мәрхәмәтле булырға тейештәр. Ваҡытында уларҙы ашатырға, йәшәгән урындарын таҙа тоторға кәрәк. Хайуандар һәм ҡоштар менән яҡшы мөнәсәбәттә булыу кәрәк. Бөгөнгө дәресебеҙ тамам. Һау булығыҙ!